И показывает Сахалин – крупнейший остров России. Именно здесь, на восточной земле, омываемой Охотским и Японским морями, и пройдут первые зимние игры «Дети Азии». Спортсмены из более чем 20 стран смогут убедиться, что Сахалин – это место необычайной красоты, яркой природы и самой настоящей русской зимы. Конечно, в разгар соревнований у спортсменов будет не так много времени, чтобы любоваться живописными пейзажами. Но все равно, побывав здесь однажды, они будут с восхищением вспоминать эту землю и гостеприимство островитян. Да, жители Сахалина долго ждали и усердно готовились к празднику спорта, который объединяет детей, живущих на азиатском континенте. Один из главных обычаев игр – эстафета огня. Всего на зимних детях Азии задействовано 360 факелоносцев. В каждом населенном пункте огонь доверяли самым достойным жителям острова. Факелоносцев по традиции сопровождают 3 хранителей огня, и они не менялись на всем протяжении пути. В этот раз ими стали сахалинские легкоатлеты Роман Трубецкой, Карина Глебова и Ильяс Нургалиев. В турнирной программе заявлены соревнования в 26 дисциплинах 8 видов спорта. И юные спортсмены разыграют 91 комплект медалей. 8 команд представит Россия. И в этом есть некая географическая справедливость. Ведь азиатская часть России – это 13 миллионов квадратных километров, что составляет 77% территории всей страны. То есть российские команды представят все регионы Сибири и Дальнего Востока и по традиции команда Москвы. Сегодня стартовали соревнования по хоккею. Первыми на лед игр вышли команды Дальневосточного федерального округа и Кувейта, самой южной страны, которая представила хоккейную дружину. С первых секунд матча стало ясно, на чьей стороне преимущество. Россияне не давали ни минуты передышки и завершили игру с разгромным счетом 60-0. По словам тренера сборной Кувейта, хоккей у них только начинает развиваться. Соревнования посетила зампред правительства России Ольга Голодец, а также министр спорта России Павел Колобков. Ольга Голодец символически сбросила шайбу перед началом матча между Сахалином и Японией. В лыжебиатлонном комплексе «Триумф» завершилась первая дисциплина у лыжников. Спортсмены выступали в спринтерском стиле. Триумфатором первого дня стали хозяева трассы. Среди девушек золото завоевала сахалинка Анна Коженова. Среди юношей победу одержал Илья Трегубов. Якутские лыжники, к сожалению, пробиться в полуфинал не смогли. Несмотря на это, еще есть шанс отыграться в классике. Впереди еще 3 соревновательных дня. В первый же день громко о себе заявили корейские шорт-трекисты. Они собрали полные комплекты медалей на забегах на 1500 метров. Соревнования проходят во Дворце спорта «Кристалл». В финале группы А среди девушек также золото оспаривали 2 представительницы Уральского федерального округа. Среди юношей 2 спортсмена из сборной Казахстана. В финал Б пробилась наша землячка Алина Фомченкова, но в итоге показала только 10-й результат. Сегодня в 18 часов по сахалинскому времени состоится торжественная церемония открытия игр. Накануне прошел генеральный прогон. Подробности сценария не раскрывали до последнего. Однако нашему корреспонденту Ниргуяне Егоровой все же удалось заглянуть за кулисы. Несмотря на климатические условия, они меняются ежечасно. Нет ни минуты покоя у участников культурной программы. Как мы видим, здесь расположены теплые палатки. В одну из них мы сейчас и заглянем. В такую погоду помогают горячий чай и тепловые пушки. На открытии принимает участие более 1000 участников. Среди них юные танцоры из Новосибирска. Нас сюда, в Южно-Сахалинск, прилетело 159 человек. Мы начали учить танцы где-то 10 января. И мы все время это занимались. У нас были каждую субботу и воскресенье тренировки по 5-6 часов, но с перекусом. И мы очень, как сказать, тренировались, чтобы на нас смотрели как самые лучшие. Да, мы очень рады, что... термокостюмы. Да, очень тепло в них. Термобелье Да. входит, шапка, носки. Ой, носков нет. Перчатки, баллоневые штаны. Всем победы! Действо состоит из 3 частей: истории славного острова Сахалин, России и современная программа с участием известных творческих групп.
Главные герои зимних игр прибудут на стадион на поезде. Давайте знакомиться. Это лисица Лыжуля, это Сивуч Ныш и олень Юна. Мы участвуем в главном параде, открываем «Дети Азии». Вот, так, подогреваем публику, ну, вот, так, дарим настроение хорошее. А много ли с вами вот фотографируются участники? Очень много. Прям вот только выходим, уже прохода не дают нам. Прям постоянно с нами фотографируются. На стадионе «Спартак» установлено 12 камер. Торжественное открытие в прямом эфире покажут на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, Мамонт и ОТВ. А также сигнал от спутника получат и другие страны. Помимо 6 макетов, установленных на стадионе «Спартак», особенное место занимает маяк Анива. Это самая главная достопримечательность острова Сахалин. Башня 30-метровая в 9 этажей была построена японцами в 1939 году. Здесь и будет происходить главное событие. Об этом чуть позже. Нургуяна Егорова, Семен Афанасьев. «Дети Азии», Сахалин. Соревнования пройдут на 6 спортивных объектах в Южно-Сахалинске. Один из них был открыт буквально накануне. Это крупнейший на Дальнем Востоке лыжебиатлонный комплекс «Триумф». А я добавлю, что кроме зимних спортивных объектов будет задействован и футбольный стадион «Спартак», где пройдут церемонии открытия и закрытия. По словам организаторов и технического персонала мероприятий, почти все объекты готовы к проведению первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». На них уже проходят заключительные тренировки спортсменов. Как сами участники, так и их тренеры отмечают, что трассы комфортные и соответствуют заявленному оснащению. Стадион «Спартак», рассчитанный на 4200 мест, возьмет на себя роль открытия и закрытия соревнований. А место, которое вы сейчас видите, это спорткомплекс «Кристалл». Арена для 1200 ценителей фигурного катания и шорт-трека. Тестовому запуску закончена заливка катка, подключено световое, звуковое оборудование и камеры видеофиксации. На играх будет работать современная система видеоповторов для более объективного судейства. Эти соревнования по своей сути носят характер олимпийского мероприятия, да? Подобные соревнования, аналог, проводится в Европе. Это Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Горнолыжный комплекс «Гора Парковая» протяженностью почти 1 километр предназначен для сноубордистов. Впрочем, как и спорткомплекс «Горный воздух». Последний, который кроме параллельного слалома примет еще и горнолыжников во всех дисциплинах. Всем фанатам хоккея прямиком в ледовый комплекс «Арена Сити», а на трамплинный комплекс заявятся лыжники для прыжков с высоты 45 и 70 метров. Ну и биатлон. Специальный комплекс самый большой из вышеназванных объектов. На 122 гектарах расположилась трасса протяженностью 8 километров. Факт в том, что они за короткий период тут построили стрельбище, и оно, я считаю, оно соответствует всем и международным стандартам, которые проводятся во всем мире, и тем более у нас в России. Для подготовки трассы катков задействовали десятки единиц техники, в том числе и той, которую заказывали специально для этих соревнований. Спортивные объекты Южно-Сахалинска свою проверку на прочность пройдут уже завтра. Василий Радченко, Владимир Павлов, Сергей Козюра. «Дети Азии», Сахалин. Зимние игры «Дети Азии» отличаются от летних не только видами спорта, но и талисманами. В Якутии первые 5 игр оберегом служил мамонтенок Дима. А на 6 летних играх компанию ему составили жеребенок и олененок. 3 талисмана и на сахалинских играх. Это лиса Лыжуля, Сивуч Ныш и олень Юна. Живой прототип Юны находится в Сахалинском зоопарке. Ну и изображения всех троих, понятное дело, украшают город. Олени в Сахалинском зоопарке всегда привлекали внимание посетителей, но самый большой поток для селфи с талисманом игр ожидается в разгар соревнований. У нас пятнистый олень, кличка у него Тайфун, он очень такой быстрый, подвижный, активный достаточно. Выбранные в ходе народного интернет-голосования краснокнижные Сивуч, олень и полярная лиса на время поселились в каждом уголке Южно-Сахалинска. Они запечатлены в снежных скульптурах, позируют на рекламных баннерах и улыбаются проезжающим мимо автомобилистам. Талисманы, как водится, наделены спортивными навыками. Лыжуля занимается лыжами, олениха Юна фигуристка, а Сивуч Ныш сноубордист. Кстати, Ныш недавно появился с собственной страничкой в интернете. Он знакомится со спортсменами, рассказывает о соревнованиях и делится своими впечатлениями об играх. Но есть еще один способ познакомиться с талисманами поближе. Для участников соревнований организаторы подготовили еще один приятный подарок.
Плюшевые Ныш, Юна и Лыжуля отправятся домой вместе со всеми спортсменами без исключения. Сахалинские кондитеры тоже приложили руку к забавным зверушкам. Специально для игр «Дети Азии» была выпущена лимитированная партия шоколадных конфет. По словам продавцов, они отличаются от всего ассортимента и пользуются большим спросом. У нас есть конфеты вафельные. Это со вкусом апельсина, мандарина, шоколада, с халвой. Очень вкусные, хорошо раскупаются. Поэтому попробовать их можно только на Сахалине. Конечно же, привлекает покупателей не столько вкус, сколько упаковка. Конфетные фантики закрепили за собой статус коллекционного сувенира. Полина Булгакова, Семен Афанасьев, Александр Ерков, «Дети Азии», Сахалин. Идея придумать для игр свою зимнюю Олимпиаду впервые была озвучена в 2016 году как раз-таки представителями единственной островной области России. Сахалин и стал площадкой для проведения первых морозных и снежных детей Азии. Они пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. Все, что происходит здесь, на склонах, лыжных трассах, трамплинах и ледовых аренах, мы вам подробно расскажем. Следите за нашими дневниками. А с вами были Ларина Сукуева и Сергей Суханов. Пока!